День за днем мы следим за развитием событий в республике и за ее пределами. Подводя итоги этой недели, я и мои коллеги расскажем о самых заметных новостях. В эфире программа «Якутия. День за днем», в студии Петр Васильев. Коротко о темах выпуска. Новые высокотехнологичные проекты для развития сельского хозяйства. Расскажем, как прошел съезд аграрных производителей Якутии. Почти год прошел с открытия крупнейшего на Дальнем Востоке кардиоцентра. Его врачи рассказали, как новый объект повлиял на продолжительность и качество жизни якутян. Значок столетия СССР спас жизнь участнику СВО. Военнослужащий поделился уникальной историей спасения с нашими корреспондентами. Мы продолжаем следить за ситуацией с семьей Сметаниных. Прочим хитросплетением судьбы семьи добавилась еще и проблема вывоза снега. Сильнейшие вокалисты республики сойдутся в борьбе за звание лучшего в нашем новом телепроекте «Вот это да». В Якутии намерены создать новые высокотехнологичные проекты, направленные на развитие сельского хозяйства. Об этом заявили на полях съезда аграрных производителей региона, который на этой неделе прошел в Якутске. При этом власти республики продолжают наращивать объемы поддержки сельского хозяйства. Так, например, с 2018 года финансирование в отрасль увеличилось с 10,5 до 14,3 миллиардов рублей. Несмотря на это, объем валовой продукции отрасли растет медленно. Возникает необходимость в создании новых высокотехнологичных проектов. Об этом на съезде сообщил глава региона Айсен Николаев. О том, какие еще темы поднимались на полях съезда, расскажет Юрий Осипов. В Якутск съехались представители сельского хозяйства со всей республики. Вместе с руководством региона, а также представителями федеральных сельскохозяйственных кооперативов, аграрии Якутии смогли обсудить насущные вопросы. Сейчас в сельском хозяйстве затруднения имеют погодные условия. Да? Нынче снега очень много, поэтому зимовка скота и лошадей в основном очень затруднительна. Поэтому средства, которые были предусмотрены государственным бюджетом, необходимо предоставить хозяйствам своевременно, это не позднее марта месяца. В рамках съезда были проведены совещания, круглые столы, семинары, а также пленарное заседание. На съезде были представлены 3 трека – начинающие фермеры, кооперация, а также трек для глав и начальников сельского хозяйства. Чтобы укрупниться, нам нужно кооперироваться, да? Поэтому представители приехали с Москвы, поэтому все вопросы касаемо кооперации, конечно, для нас очень насущны и очень важны. Поэтому в первую очередь я участвовал именно во 2-м треке. Были очень много вопросов, которые мы, оказывается, не понимали, но тем не менее получили разъяснение в полном масштабе. Аграрная сфера всегда была, есть и будет важнейшим приоритетом республики. Именно так глава региона обозначил ценность деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей. С 2018 года финансирование местного производства увеличилось более чем на 35%, с 10,5 миллиардов до 14 миллиардов 200 миллионов рублей. Аграрный сектор Якутии должен вносить свой вклад в решение общегосударственных задач, прежде всего в обеспечение продовольственной безопасности. Производить как можно больше сельхозпродукции, обеспечивать жителей республики качественными продуктами местного производства – вот ключевые задачи, которые ставятся перед вами, уважаемые товарищи. По итогам работы было принято множество решений, в их числе продолжение поддержки специализированных скотоводческих хозяйств, доработка методики расчета нормативной штатной численности муниципальных казенных учреждений, а также организация работы по созданию регионального агробиотехнопарка. Юрий Осипов, Татьяна Филиппова, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Не менее важная работа в регионе ведется и по благоустройству сел. Так, например, госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» позволяет развивать сельские населенные пункты. В селах строятся не только жилье, но и социальные объекты. Ведется работа по благоустройству территорий. В районах Якутии в этом году планируется к вводу ряд школ и детских садов. Кроме того, планируется к вводу 2 4-квартирных жилых дома для молодых специалистов. Будут проведены и работы по обустройству пешеходных коммуникаций, в том числе это тротуары, аллеи, велосипедные дорожки. Напомню, в рамках соглашений, которые заключила республика и Минсельхоз страны, в этом году планируется также реализовать различные программы, на которые предусмотрены 663 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета 578 миллионов. 30 апреля прошлого года в Якутске открыли крупнейший на Дальнем Востоке кардиологический центр. Наша съемочная группа узнала, каких результатов добились врачи благодаря новому объекту и, самое главное, сколько жизней спасли.
Площадь в 15 тысяч квадратных метров, новейшее медицинское оборудование и специалисты высокого класса. Все это открывшийся в Якутии кардиологический центр. Сегодня он оказывает специализированные медицинские услуги жителям самого северного региона. Год назад в ходе открытия центра министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал его настоящим бриллиантом медицины. И уже сегодня с уверенностью можно сказать, что центр только подтверждает слова главы российского Минздрава. Не только стены и оборудование, но и полностью готовые бригады хирургов, работающие на открытом сердце, выполняющие фактически полный объем вмешательств. Здесь подготовлены специалисты для круглосуточной работы, в том числе и рентгеноперационных, нейрохирургические бригады, которые принимать будут на себя самых тяжелых пациентов. Через заботливые руки врачей-кардиологов за этот срок уже прошли несколько тысяч благодарных пациентов. Причем многие из них попадали на стол к врачам с такими заболеваниями, для лечения которых раньше приходилось выезжать за пределы республики, а иногда даже из страны. Вы сказали, что теперь за высококвалифицированной помощью не приходится выезжать за пределы республики. А вот что это раньше была за помощь? Вот с какими диагнозами, с какими заболеваниями? Раньше, если мы могли ограничиться объемами, потому что часть пациентов из-за ограниченных возможностей центра нашего, максимально выезжали за пределы нашей республики, федеральные центры ведущие, и здесь с приходом, а также с внедрением новых технологий, это последнее поколение оборудования, мы смогли в том числе сложные операции уже проводить здесь. За прошлый год мы выполнили, если вот цифрами сказать, мы выполнили только на сердце более 400 операций и путем эндоваскулярных технологий выполнили более 1300 операций в стенах нашего кардиососудистого центра. И в этом году мы уже наращиваем наши объемы. Если в прошлом году мы по специализированным и высокотехнологичным операциям заявлялись на 818, в этом году наши объемы увеличили до 1500. Насколько я понимаю, охват районов полный, да? То есть мы со всей Да, республики. и здесь я хочу отметить, что мы создали уникальный центр тоже здесь, в структуре нашего кардиососудистого центра. Это дистанционный консультативный центр, который вы сегодня сами увидите. И сейчас мы большой акцент должны сделать именно в связи с нашими большими расстояниями, большими временными вот такими расстояниями, когда в пределах тех порядков терапевтических окон очень тяжело совпасть, потому что нас нельзя сравнить с Пензенской областью, с Калужской областью, где и дороги, и доступность именно в плане дорог и расстояний достаточно легкая, можно сказать. Да, здесь у нас с Арктики, например, пациенту эвакуироваться, это занимает 4 и более часов на сегодняшний день. И в связи с этим мы создали дистанционный консультативный центр. И мы сейчас очень большую работу проводим, именно работу с первичным звеном. Сегодня в здании центра функционирует кардиология, нейрососудистое отделение, отделение неврологии и хронической сердечной недостаточности. Объект рассчитан на 150 общих и 25 реанимационных коек. В центре проводятся главные стандартные методы исследования, которые включают в себя методы инвазивного исследования коронарных артерий, сосудов сердца, исследования периферических сосудов, а также неврологические исследования. При этом лечение в центре подразумевает закрытый цикл. То есть все пациенты после лечения будут сразу переходить на второй и третий этап диспансеризации и реабилитации по международным схемам. Действительно, объект очень важный, и он получился очень, для оказания медицинской помощи, именно высокотехнологичной при болезнях системы кровообращения. Он получился очень уникальный и обеспеченный самым высокотехнологичным экспертным оборудованием. А когда начнем сердца пересаживать? Нет, мы уже пересадили в 2018. Но В смысле здесь, в новых стенах? Нет, в новых стенах нет. В новых стенах у нас в планах в 2024 году. Давайте так, под занавес. Топ-3 совета, чтобы к вам не попасть. Понятное дело, что никогда невозможно, все равно рано или поздно на консультации нужно приходить к кардиологам.
В целом, первый совет – это следить за собственным здоровьем, это своевременно посещать своего участкового терапевта в рамках диспансеризации взрослого населения, контролировать основные параметры организма. Первое. Второе – это здоровый образ жизни. Третье – умеренные физические нагрузки. И четвертое – это здоровое, умеренное питание. Сегодня врачи кардиоцентра вводят новые методы лечения, ведут большую научную и просветительскую работу. И все это ради одной цели – чтобы сердца якутян бились. Петр Васильев, Джулстан Иннокентьев, Якутия. День за днем. Тем временем в отдаленных населенных пунктах республики ощущается острая нехватка медицинского персонала. Временные меры по отправке медицинских десантов по районам Якутии, конечно, приносят свои плоды, однако иметь специалиста на месте куда важнее, чем ждать следующего приезда врачей. О визите медиков в Алданский район расскажет Надежда Саханская. В рамках проекта «Весна на НВК» бригада врачей из Якутска отправилась в Томот, чтобы провести на базе местной больницы осмотр пациентов и назначить им предварительное лечение. Как отмечает персонал Томотской больницы, такие мероприятия необходимо проводить чаще, так как в населенном пункте очень остро поставлен вопрос о нехватке врачей-специалистов. Укомплектованность врачей на сегодняшний день составляет 70%, но все равно чувствуется острая нехватка специалистов, так как некоторые приезжают врачи сюда по 2 раза в неделю из Алданской центральной районной больницы, а для пациентов это тоже что-то вроде отдельного квеста, потому что попробовать записаться на ту или иную процедуру – это тоже большое дело, вследствие чего возникают проблемы. И вот нехватка кадров – это то, на что действительно жалуются граждане, жители города Томота. У нас вообще нет. Ни гинеколога нету, никого нету. Вообще, никого вообще нет специалистов. Я уже за полгода съездила 3 раза в Благовещенск на обследование. Уролог нужен обязательно. Очень много. Поэтому, конечно, почаще приезжайте к нам. Спасибо. Вот вы как снимаете и спросите, почему нет врачей? Больница новая, кабинеты хорошие, 4 этажа, значит, и врачи должны быть. В чем причина? Причина кроется в зависимости Томотской больницы от Алданского районного учреждения здравоохранения. Как уверены члены общественного совета Томота, все началось со смены руководства. Мы хотим улучшить работу нашей Томотской городской больницы. Знаете, у нас сменилось руководство 3 года назад. И вот за 2 года работы с нашей Томотской больницей уволилось 26 человек. Также нехватка медикаментов до сих пор. Те, которые по нормативу есть, что-то больше, физраствор или что-то, это тоже все покупается. У нас, как депутатов городского совета, будет обращение к главе республики, к Александру Сергеевичу, и правительства республики о рассмотрении вопросов отсоединения от ЦРБ Алдана, больницы, и присоединения статуса отдельного юридического лица нашей больницы. Тем не менее, в районе активно работают программы «Земский фельдшер» и «Земский доктор». У молодых специалистов есть гарантия, что они не останутся без работы. Сейчас студенты хотят работать в низконаселенных районах, потому что они молодые, они активные, им нужна городская жизнь. Поэтому будем привлекать специалистов и финансово, и город нам отлично помогает с жильем. Несмотря на жалобы жителей города и пустые кабинеты врачей, стоит дождаться выездной оценки Минздрава, чтобы впоследствии выработать адресные меры поддержки районам нашей республики. Надежда Саханская, Сергей Шипачев, Томот, Алданский район. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели», мы продолжаем. Владимир Путин заявил о необходимости оказывать поддержку предпринимателям в новых регионах. Он отметил, что спецслужбы должны сделать максимум для обеспечения безопасности местного населения. Очевидно, что в новых субъектах федерации, по сути, приходится с чистого листа выстраивать всю систему обеспечения общественной безопасности и законности, сказал глава государства.
Участники ветераны СВО, а также члены их семей смогут получить бесплатную юридическую помощь. Соответствующий законопроект принят Государственной Думой Российской Федерации в первом чтении. Сейчас все правовые вопросы, в том числе оформление социальных льгот и статуса добровольца, бойцы вынуждены решать самостоятельно, у частных юристов или же за свой счет. Группа бойцов из зоны специальной военной операции на этой неделе вернулась на отдых в Мирный. Военнослужащих встретили родные, руководство района и города. К слову, встречи с родными мирнинцы ждали около полугода. Бойцы с честью выполняли свой воинский долг и теперь на 2 недели вернулись, чтобы провести время с родными и близкими. Мобилизовались как по приказу 23 сентября. 19-го мы уже закатились за границу. Как там? Работать можно. Да, это нужно, это правильно сделано. И это лето решающее. Дальше победа будет за нами. Встретили хорошо, тепло очень. Прям задели. Очень долго ждали, долго хотели приехать. И вот, в общем, встретили по-родственному, по-родному. Дома сразу чувствуется, что мы дома. С начала специальной военной операции сотни якутян, не желая оставаться в стороне, отправились на линию соприкосновения. Одни записывались в добровольческие отряды, другие, проходя срочную службу в армии, подписывали контракт, чтобы продолжать защищать Родину. Разные люди, разные судьбы и одно желание – обеспечить мирное небо над страной. Истории 2 бойцов-контрактников в материале Александра Хавренко. Впервые Эрсан Андреев задумался о том, чтобы отправиться на спецоперацию добровольцем в апреле прошлого года. Через несколько месяцев эта мысль сформировалась в желание. Несколько друзей и знакомых Эрсана уже находились на территории Украины, кто-то попал в плен, кого-то ранило. И Эрсан понял, что больше не может отсиживаться в тылу, в то время как его друзья работают на передовой. Подал документы в отряд «Ботур» и через 2 месяца уже оказался на линии соприкосновения. Мы выполняли боевую задачу на территории Харькова в Купянском направлении. В первые дни нам поставили задачу по раскрытию минометных точек, откуда по нам били. Такие медали получили 10 человек, которые в тот день были рядом с нами. Мы нашли 3 минометных точек, навели туда артиллерию и смогли выбраться живыми оттуда. Боец с позывным «Крот» проходил срочную службу в армии. Спецоперация началась, когда до дембеля ему оставалось 3 месяца. И он без колебаний подписал контракт и отправился на линию соприкосновения. Был награжден медалью, которая спасла ему жизнь. Нас день бомбили, минометка, артиллерия. И мы решили отойти в другую позицию. И возле меня прилетел снаряд, разорвался. Я сначала не понял то, что попало в меня. Я начал раздеваться, оружие слаживать, там бронежилет осмотреть. И здесь медаль, получается, вот так висела. И осколок, получается, вот такой. Не бронежилет не пробил, а медаль испортила. Сейчас Крот восстанавливает через органы власти ту утраченную медаль, которая в будущем займет место рядом с орденом мужества, который боец получил за вывод раненых солдат и офицеров из-под огня. Несмотря на 2 осколочных в руку и грудь, Крот и его бойцы смогли спасти жизни сослуживцам. И таких героических историй у ребят, которые служат на СВО по контракту, множество. Хотя сами они себя героями не считают. Говорят, что просто исполняют свой долг. Александр Хавренко, Андрей Неустроев, Якутск. Ну а я напомню, что вместе с весенней призывной кампанией с 1 апреля идет и набор на срочную службу по контракту в вооруженных силах. Требования гражданам: возраст от 18 до 59 лет. Категория годности к военной службе должна быть А или Б. После заключения контракта от 1 года военнослужащим полагается денежная выплата. Об этом сообщил старший инструктор пункта отбора, старший прапорщик Алексей Колесов. Пункт отбора на военную службу по контракту ведет набор граждан для поступления на военную службу по контракту в вооруженные силы Российской Федерации. Требования гражданам возрастные от 18 лет до 59 лет. В отдельных случаях могут рассмотреться граждане до 65 лет. Образование не ниже 9 классов. Категория годности к военной службе должна быть А или Б.
С 1 апреля стартовала также приемная кампания на поступление в первый класс. Заявления подают через госуслуги, а список требуемых документов остался прежним. Нужны копии паспорта родителя, свидетельство о рождении ребенка, свидетельств братьев или сестер, учащихся в этой школе, а также справка о регистрации по месту жительства. Подробности в следующем материале. Алексей недавно переехал в новый район и был очень рад узнать, что совсем рядом открывается новая школа. Один из его сыновей – будущий первоклашка. Собрав все необходимые документы, 1 апреля они успешно подали заявку через госуслуги в школу номер 39, которая 1 сентября впервые откроет свои двери для учащихся. У меня 2 сына пойдут, первоклассник и 6 класс. Первоклассник первый раз первый класс в новую школу. И вот мы уже сходили на экскурсию и были очень сильно удивлены тому, что в школе сделан упор на современные технологии, на IT-технологии. И очень сильно надеемся, что в этой школе наш ребенок получит качественное современное образование. В 39-й школе планируют набрать в 6 параллелей первых классов 210 детей. После принятия заявлений на поступление в образовательном учреждении проходят личные встречи с родителями. Всего школа рассчитана на 990 детей. Это одна из самых больших школ в Якутске. Кварталы, закрепленные за школой, являются 10, 11, 65 и 68. Проектная мощность школы 14 860 квадратных метров. Это 33 комплект класса, 12 классов начальной школы и 21 класс для основной и средней школы. В наступающем учебном году школы столицы региона готовы принять порядка 6 тысяч детей. По информации Управления образования, за первые 3 дня уже принято более 4,5 тысяч заявок. В памяти многих родителей сохранились длинные очереди и ночные дежурства у школьных ворот. Все это казалось неотъемлемой частью записи ребенка в первый класс. Но даже это не гарантировало того, что будущий первоклассник попадет в желаемую школу, ведь могло просто не хватить места. Сейчас все это осталось в прошлом, ведь все очереди перешли в интернет. С этого года процедура упрощена. Так родители или законные представители будущих первоклассников могут заранее подготовить черновик заявления. Форма для его подачи открылась на портале госуслуги еще 20 марта. А в день приема надо просто отправить заявку. 1 апреля, то есть у нас первый этап. Это у кого регистрация по городу Якутску, и льготникам, и преимущественно право братьев и сестер. А второй этап у нас начинается независимо от прописки, то есть регистрации, при наличии свободных мест. Для поступления в первый класс ребенку достаточно соответствовать по возрасту от 6,5 до 8 лет. Однако в исключительных случаях по заявлению родителей возможен прием в более раннем возрасте. Главное, чтобы у будущего покорителя наук было желание учиться. Юрий Осипов, Лилия Уваровская, Илья Сыромятников, Якутск. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели» мы продолжаем. В Ленске продолжается подготовка к прохождению паводка. В середине марта в районе работала межведомственная рабочая группа КЧС. Представители правительства оценили готовность сил и средств Ленского звена, задействованных в чрезвычайных ситуациях. Дали распоряжение всем структурам доработать некоторые моменты до середины апреля. Более подробно в нашем следующем материале. Подготовка к паводку – процесс очень ответственный. От него зависит благополучный исход прохождения весеннего половодья. Сегодня все структуры района объявили свои готовности, силы и средства во всеоружии. Представители правительства во время мартовского рабочего визита уже оценили их готовность. Замечания возникли, но небольшие. Оценка дается по моменту проверки. Сегодня, если мы во время проверки обнаружили, что нету тех или иных документов, мы, конечно, считаем, что здесь есть недочет. Мы не говорим, что вот, коллеги, у вас, скажем, того, чего нету. Вот давайте тут глаза закроем и скажем, что идите быстро исправляйтесь и скажем, что у вас все нормально. Такого, как говорится, в нашей комиссии нету и не должно быть. И мы сегодня можем сказать, что по паводковой ситуации район готов на самом деле, да, но ограниченно готов.
Районная администрация начала подготовку к паводку заблаговременно. Сегодня, можно сказать, она уже завершается. На 3 заторопасных участках в Витиме, на Потамайском острове и в населенном пункте Тинное ведется чернение льда. Заключен контракт по ослаблению прочности льда. Приехала, значит, с Якутска подрядная организация, которая будет выполнять эти работы. Создана комиссия по обследованию этих участков. Значит, будем мониторить, как проводятся эти работы. Наверное, в середине апреля съездим, посмотрим, как выполняются эти работы. Также Иван Беляев рассказал, что имеется необходимый запас взрывчатых веществ на случай, если произойдет затор. Началась и установка гидропостов. Постоянно будут размещены в поселках Витим, Пеледуй, Ленск и Артанахара. Была проверена и система оповещения. В рамках подготовки к прохождению паводковых вод или лесопожарному периоду при проведении ежегодных командно-штабных учений с 29 по 30 марта на территории Ленского района была произведена проверка комплексной системы экстренного оповещения населения. В случае возникновения угрозы жизни и здоровью населения и при введении режима чрезвычайная ситуация, запуск данной системы производится по распоряжению главы Ленского района. Проверка прошла не так гладко, как хотелось бы. В нескольких населенных пунктах не сработала система оповещения. Сегодня специалисты занимаются устранением всех неполадок. Повторная проверка намечена на следующую неделю. Определены места для эвакуации населения, маршруты и схемы работы автобусов. Подготавливаются пункты временного размещения. Они будут укомплектованы всем необходимым оборудованием и продуктами питания. Это у нас аэропорт, лыжная база, спортивный комплекс «Карат», детский сад «Лучик» на общее количество 930 человек. Определены, в принципе, как традиционно у нас запасные водоисточники, 2 скважины в Северном и в аэропорту. Ведутся плановые работы и на гидротехническом сооружении дамба. В целом, можно сказать, район готов к встрече весеннего половодья. За прохождением ледохода ленчанам можно будет следить онлайн. Камеры установлены, как и в предыдущие годы, на улице Набережной в городе и по одной в поселках Витим и Пеледуй. В Ленском районе, по предварительным данным, вскрытие реки ожидается с 5 по 14 мая. Более точная информация будет к середине апреля. Лед у нас в этом году ниже среднего, так что ситуация достаточно стабильная. Есть перечень районов, которые определены как проблемные в этой части. Мы, к счастью, туда не входим. К тому же и снегозапас в этом году большой, что очень важно для прохождения реки. Так что, я думаю, все будет хорошо. В конце апреля в Ленск прилетит рабочая группа КЧС. Она будет контролировать весь процесс прохождения весеннего половодья. Светлана Балеева, Александр Ильчук, Ленск. Ну а в Нерюнгри началась подготовка к зиме. На муниципальном уровне разработан алгоритм действий для прохождения следующего отопительного сезона. К работе подключились управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и органы местного самоуправления. Ирина Жданова продолжит тему. Кажется, что зима в Южной Якутии не собирается отступать. Почти каждый день обильные снегопады, а на дорогах метровые сугробы. Но в нашем северном суровом климате главное помнить, что готовиться к следующему отопительному сезону нужно начинать не летом, а уже сейчас. Несмотря на то, что еще не закончен отопительный период 22-23 года, в Нерюнгри уже ведутся подготовительные работы к следующей зиме. Оформляются нормативные документы, формируются комиссии, составляется план мероприятий ресурсоснабжающих организаций. По результатам прохождения отопительного периода, значит, по имеющимся инцидентам, которые зафиксированы предприятиями на их оборудовании, составляются графики выполнения ремонтов работ, определяются объемы, определяется финансирование, сроки выполнения для того, чтобы, значит, по окончанию подготовки до запуска, который у нас происходит тоже достаточно рано, к сентябрю, все работы были завершены. Подготовительный период достаточно короткий. Отключение тепла происходит в первую неделю июня. И к этому моменту все коммунальные предприятия готовят алгоритм действий и пополняют запасы материальных ценностей для осуществления ремонтных работ. Идет подготовка к отопительному периоду. Нами разработан план работ, графики работ по, значит, ремонтным работам на оборудовании, сооружением насосных станций первых-вторых подъемов, ремонт и реконструкция сетей водопроводно-канализационного хозяйства, систем отопления.
В отопительный период не исключены случаи возникновения внештатных ситуаций на сетях коммунальных служб и даже аварийных случаев. Это в первую очередь зависит от того, как была организована подготовительная работа. Так, в этом году, несмотря на критически низкую температуру наружного воздуха, на территории Нерюнгринского района не было допущено инцидентов, которые повлекли за собой отключение коммунальных ресурсов. Управляющие компании в феврале уже сдали отчетные документы, где указаны те виды работ, которые запланированы в рамках подготовки к отопительному периоду. Вообще подготовка к зиме, она ведется в принципе круглогодично, и потому что планы составляются не только из весенних и осенних осмотров домов, но они еще складываются из тех заявок и из тех проблем, которые вскрываются при текущем зимнем периоде. В подготовке к зиме задействованы все ресурсоснабжающие организации района, управляющие компании, ТСЖ, сетевые предприятия и поставщики. Уже сейчас ведутся переговоры по закупке топлива и необходимого оборудования. В этом году установлены новые требования к теплоснабжающим организациям. В срок до 1 сентября котельные в населенных пунктах должны обеспечить пробные запуски. Также к этому времени должны быть готовы паспорта готовности на жилой фонд, а к октябрю – документация на коммунальные объекты. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Замурованная семья Сметаниных до сих пор живет в заперти в своем собственном участке. Напомню, наш телеканал уже на протяжении нескольких месяцев следит за развитием событий по столь запутанному делу. На этот раз наш корреспондент также съездила к ним и узнала, как продвигается расследование и с какими новыми трудностями столкнулась многодетная семья. Гаража нет. Днем 6 апреля во дворе неожиданно раздался сильный звук. Из-за тяжести снега каркасный гараж развалился, как спичечная конструкция. К счастью, внутри не было ни техники, ни людей. Материалы от гаража разлетелись по всему двору, и еще бы чуть-чуть, и упавшая стена могла бы повредить забор соседей. Отец семейства работает на вахте, поэтому приезжает домой очень редко. Снег вовремя убрать не смогли. Сегодня вот братья приходили, и вот они говорят, как мусор вынести, там много хлама, слишком много хлама. И там требуется, конечно же, большая машина. И туда надо вот ненужный хлам убрать и вывести. К счастью, не началось возгорание из-за электричества, ведь это могло привести к необратимым последствиям, так как свободного доступа к дому нет и пожарная машина никак не смогла бы заехать. Участок со всех сторон окружен заборами соседей. Нет даже маленькой щели для свободного перемещения человека или собаки. Сметанины сейчас пользуются своим единственным выходом через двор соседа, отворяя профлист. В этом году из-за обильных снежных осадков на территории образовались огромные сугробы. По словам Евдокии, такое количество они видят впервые. Сугробы во дворе Сметаниных вот таких масштабов, практически с моего роста. Физически и технически вывести снег невозможно. Поэтому, когда начнет теплеть и начнет все таять, то это все превратится в одну большую лужу и слякоть, что даже негде будет вступить. При всем желании убрать снежные завалы не получится, поэтому только придется ждать, когда все растает и высохнет. Евдокия опасается, что все талые воды пойдут под дом и начнут разрушать оклад деревянного здания. Более того, также этот снег может попасть в септик и окончательно заполнить его. К тому же они уже несколько месяцев не могут выкачать с емкости воду и отходы, поэтому стараются не пользоваться благоустройством. Септик уже совсем чуть-чуть осталось, чтобы переполнился там. Поэтому максимально пытаемся воду наружу выливать, там в туалет там ходим, там выливаем все. Расследование по этому делу продвигается очень медленно. Только вот недавно, 28 марта, по видеосвязи состоялось заседание с 9-м Конституционным судом Владивостока. На нем отменили решение Верховного суда. Напомним, 18 января этого года Верховный суд Республики отменил сервитут, то есть временную возможность передвижения через участок соседа. Теперь расследование по данному делу начнется сначала. Снова прохождение экспертизы и новый суд. Как говорит Евдокия, пока тишина, и на них еще никто не выходил. По всей видимости, данное дело может опять затянуться на несколько месяцев или в худшем случае даже на несколько лет. Но так долго ждать многодетная семья не может. Супруги бьют тревогу и просят скорее решить их ситуацию. Ведь жить в таких условиях – настоящая пытка. Постоянно ходить через соседний участок и не иметь собственного проезда и прохода домой. Более того, в связи с последними событиями дорога им жизненно необходима. Светлана Амосова, Павел Пахомов, Якутск. День за днем.
Из-за обильных снегопадов кровли многих домов в Якутске не успели очистить, а предстоящая оттепель способствует формированию ледовых масс. О том, какие работы по устранению снега и висячей наледи ведутся в столице региона, узнавала Марфирина Алексеева. Крыши многоэтажек с приходом весны стали опасными. Коммунальщики вышли на битву со свисающими ледяными массами. Из-за перепадов температуры и обильных осадков предсказуемо, что сосулек в этом сезоне будет немало. А они представляют серьезную угрозу жителям. Так куда же обратиться в случае обнаружения опасных ледяных стрел? Этими вопросами занимаются обслуживающие организации. Однако не всегда управляющие компании реагируют оперативно. Если не устранили в течение часа или в течение 2 часов, то мы сразу это фиксируем как актом и фотоматериалами и направляем в их адрес разъяснения. Действительно, есть такие моменты, когда по каким-то причинам управляющая компания не выполняет свои обязанности, тогда мы выходим своими силами выполнять либо устранять эти моменты. Галина Блажко на протяжении 10 лет работает в обслуживании многоквартирных домов. К своей работе подходит с ответственностью. Вчера федеральный Се-27, мастер заметил сосульки. Мы прямо все, главный инженер, мастер, разнорабочие, все вылезли на крышу и своими силами мы стараемся все сбивать, потому что это действительно очень серьезные может быть последствия. Поэтому и по заявкам, и так мы обходы делаем. Работа ведется очень, я считаю, что достойно. Однако такой подход далеко не во всех управляющих компаниях. Обращение в диспетчерскую обычно не приносит результатов. Я живу на Богдана Чижика 20, например. Вот сейчас в данный момент все сосульки висят. Снег не сброшен, конечно. Дворовые территории они почистили, но ступеньки вообще не чистятся, потому что у них не хватает рабочей силы. Так объясняют диспетчера. Поэтому в случае обнаружения ледяных масс и невыполнения своих обязанностей управляющими компаниями вы можете оставить заявку по номеру телефона, либо в телеграм-канале или электронной почте по адресам, которые вы видите на экране. Марфирина Алексеева, Павел Пахомов. Якутск. День за днем. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели» мы продолжаем. Генеральный директор НВК «Саха» Олег Марков избран председателем Союза журналистов Якутии. Ранее эту должность в течение 15 лет занимала Галина Бочкарева. Нового председателя избрали на 24-й конференции регионального отделения Союза журналистов России. За избрание Олега Маркова проголосовали 49 человек из 50 делегатов. Во время конференции также внесли изменения в наименование организации, избрали состав правления, контрольную комиссию и председателей региональной коллегии большого жюри. Я читала за 5 лет своей работы, нашего правления. Я работала на посту председателя Союза журналистов уже 15 лет и не выдвигаю свою кандидатуру. Растет молодая поросль, заменит, нет, конечно, меня на этом общественном посту новый перспективный председатель, молодой, самое главное. Свыше 80 работ известного живописца Ивана Шишкина выставили в Национальном художественном музее Якутии. Произведения доставлены из собрания Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан. На открытии работала Светлана Амосова. Впервые в Якутии открыта масштабная выставка картин и графики всеми известного художника Ивана Шишкина. Уникальный проект приурочен к 95-летию Национального художественного музея Республики. Классическая музыка, приглушенный свет и особая атмосфера тонкого искусства. 33 живописные картины и 25 графических листов расположились в зале «Графика Якутии». Специально для экспонирования созданы все условия, в которых должны находиться произведения. Благодаря тому, что в прошлом году, к столетию ЯССР, мы сделали выставочный зал для Третьяковской галереи, благодаря правительству республики мы имеем сейчас возможность
возможность принимать музеи, крупные российские музеи, показывать такие шедевры. Выставка «Иван Шишкин» представляет хорошо известные произведения пейзажиста, гравера, одного из крупнейших мастеров реалистической пейзажной живописи из собрания Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан. Не просто было принять решение здесь об экспонировании произведений XIX века здесь, потому что очень большие расстояния между нашими музеями, 7500 километров. Нам, если честно сказать, было боязно отправлять их сюда. Мы постоянно переживали, как они чувствуют себя в дороге. Все произведения благополучно за 1,5 недели доехали до Якутска и теперь украшают стены музея. Более того, специально для посетителей ботанический сад организовал интересную экспозицию. Сразу при входе в выставочный зал слева и справа подготовленное интерактивное пространство в виде тактильных природных материалов, таких как шишки, деревья, листья и семена. Также есть такая отдельная коробочка с запахами леса: лаванды, эвкалипта, можжевельника. Действительно очень яркий запах. Когда к визуальному ряду добавляются обонятельные и сенсорные эффекты, то это позволяет более полно погрузиться в атмосферу выставки. Сменяются столетия, а искусство Ивана Шишкина по-прежнему остается популярным среди самой широкой зрительской аудитории и не утратило способности волновать людей. Первое впечатление, конечно, о том, что это подлинное, настоящее, ценное. Каждый раз, когда я пребываю в Национальном художественном музее, я пропитываюсь чем-то новым, какими-то новыми чувствами, новыми мыслями. Во мне тоже просыпается что-то такое творческое, наверное, глубинное. И самому хочется еще больше творить. Я считаю, что очень деликатно оформлены залы, потому что используется точечный свет. Для нашего музея это очень большое продвижение вперед. Посетить выставку можно будет 7 апреля по 30 сентября в основном здании Национального художественного музея по адресу город Якутск, улица Кирова, 9. Светлана Амосова, Семен Семенов, Владимир Павлов, Якутск. Телеканал «Якутия-24» организовал первый интерактивный конкурс «Вот это да». Принимают участие вокалисты из Алданского, Нерюнгринского, Мирнинского, Ленского, Алекминского районов и Якутска. Наша съемочная группа уже познакомилась с участниками Нерюнгринского и Алданского районов. Далее бригада отправилась в Мирный, там выступили участники от Мирного, и Ленского и Алекминского районов. В каждом отборочном туре принимают участие до 10 исполнителей, которые представляют учреждения культуры. Напомню, 2 апреля мы показали эфир участников Алданского района. Этот песенный конкурс на нашем телеканале проводится впервые. Это очень хороший конкурс, это возможность многим людям, тем, которые любят петь, умеют петь, показать себя во всей красе на всю нашу огромную республику. Вокалистов очень много, голоса очень разные. Участвуют и мужчины, и женщины. Репертуар у всех тоже совершенно разный, жанровое исполнение, подача у всех абсолютно разная. Это очень интересный проект. Ну а завтра, 9 апреля, мы покажем эфир вокалистов Нерюнгринского района, где также сразу определится лидер по мнению жюри. А уже в следующую пятницу мы узнаем имя 2-го победителя. Голосовать за понравившегося участника можно во время эфира и до 8 часов вечера следующей пятницы. Отправляйте смс на номер 5533 со словом «Ход», пробел и номером полюбившегося участника. После всех выступлений 12 победителей районного тура примут участие в финале конкурса, который состоится в прямом эфире телеканала «Якутия-24». Теперь о спорте. В Якутске стартовали игры чемпионата республики по хоккею. 8 команд, преимущественно из промышленных районов, выйдут на лед, чтобы побороться за звание чемпиона. Первые игры уже прошли, команды показали отличную игру и тем самым создали интригу. Кому же в этом году достанется кубок и золото чемпионата? Подробности соревнований расскажет Александр Хавренко. Хоккей – один из самых зрелищных и динамичных видов спорта. И неудивительно, что в будний день на трибунах спортивного комплекса «Элей Ботур» собралось достаточно большое количество зрителей. А на лед выйдут 8 команд, среди которых и фавориты, и новички чемпионата. В основном это промышленные районы наши, Нерюнгри, Алдан, Мирный, Якутск. И те районы, которые в последнее время очень хорошо развивают хоккей. Ус-Алданский, Мегино-Кангаласский, Хангаласский.
Улусы. Ну и город Якутск выставил 2 команды. В чемпионате участвуют воспитанники Якутской школы хоккея, которые выступают за различные команды на территории России. Это дает знаковость нашим соревнованиям и воспитывает преданность наших воспитанников Якутской школы хоккея. Вот уже 13 лет подряд золотые медали и чемпионский кубок остаются в Якутске. Но каждый раз команды из других районов едут на чемпионат с желанием увезти этот кубок с собой. Ну, во-первых, у нас только открылся Ледовый дворец. Набрали сейчас детей. Потихоньку начали тренировать. А команда ветеранская у нас, ну, не такого высокого уровня, как в Якутске. Потому что у нас был открытый лед, снег, холод. Невозможно было заниматься. Сейчас все изменяется, команда приобретает большую, хорошую форму. Как отмечают знатоки, качество хоккея в Якутии растет год от года. И прошедшие игры показали, что команды готовы биться за трофей, не жалея сил. Интрига сохраняется до последнего матча, и только тогда мы узнаем, станет ли Якутск в 14-й раз чемпионом республики, или же в 23-м году кубок покинет пределы столицы. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. Такой запомнится минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Мы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Мои коллеги и дальше продолжат следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго.